Приветствую вас, дорогие телезрители! С вами архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа. Сегодня хочется вспомнить историю семьи Тутаевых. Герой нашего разговора – Индрис Цунтоевич, офицер царской армии, отец 7 дочерей, человек, который не сломался даже перед лицом репрессий. А подробнее о семье Тутаевых узнаем у нашего гостя – Вирснакол Газикова, исследователя и архивиста. Приветствую вас. Добрый вечер. Вирснакол Джабраилович, для начала хотелось бы узнать, что стало отправной точкой в поиске информации о семье Тутаевых. Но фамилию Тутаевых я слышал еще в детстве. Слышал по имени Асият Индрисовны Тутаевой, участницы Великой Отечественной войны. Вот. И об этом часто писалось в газетах, люди говорили об этом. Но об отце Индрисе я не знал в это время ничего. И все время, думал, как бы хорошо бы найти какие-то сведения об Индрисе Цунтоевиче Тутаеве. И я, когда поехал в 2000 году в Москву, мне пришлось поработать в Российском государственном военно-историческом архиве, и здесь был обнаружен послужной список Индриса Цунтоевича на 1909 год. Мои старания найти послужной список на более позднюю дату не увенчались успехом, поэтому у нас сегодня есть только тот список, который датируется 1909 годом, то есть он не полный. Тут же затем мы стали просматривать, узнав уже какие-то подробности, стали просматривать различные периодические издания, газеты, журналы, приказы по армиям. И обнаружились другие сведения. В частности, это газета «Кавказ». Вот там публиковались приказы, связанные с военными, поэтому мы узнали оттуда кое-что. И потом, узнав, где он служил, мы стали просматривать другие публикации, например, по Плотской губернии. И в Плотской губернии служили несколько ингушей, в частности, вместе с Индрисом Цунтоевичем служили и Керим Гойгов, там же служил и Муртуз Абазоркин. В той же губернии служил и Магомед Чанкурович Албаков. То есть это очень известные люди, и все они находились в это время, это 1899 год. Затем позже уже, конечно, нам стало интересно узнать побольше, и мы уже дальше стали интересоваться заслугами его дочерей, в особенности Асият Тутаевой. Об Асият Тутаевой было очень много написано, было очень много сказано. Это имя очень знакомо здесь, в Ингушетии. Наш медицинский колледж носит имя. Есть улица, есть много. И мы, зная, что об этом достаточно известно, не стали особенно погружаться в эту область и обратили внимание совсем на другое, на ее профессиональную деятельность. Она была врач, майор медицинской службы, так же, как сестра Нина, тоже она была капитаном медицинской службы. И мы оставили в стороне военные заслуги, хотя они заслуживают внимания, и больше обратились к научной деятельности Асият Индрисовны. И в этой связи мы были опять в архивах, опять мы были в Москве, работали в Государственном архиве Российской Федерации, где мы обнаружили диссертацию Асият Индрисовны Тутаевой, которую она защитила в 1936 году. Вкратце наш путь, связанный с поисками информации. Нам известно, что у Индриса и его жены Дибы Бунхоевны Базоркиной было 7 дочерей, сыновей не было. И все они достаточно известные, посвятили себя медицинской, службе. Но у нас о дочерях очень мало сведений. А если говорить подробнее о Индрисе, какая информация на сегодняшний день есть? Индрис, его фотография, это очень культурный человек, интеллигент. Он, полковник царской армии. По работе он характеризуется очень добросовестной, очень исполнительной. Мы о нем можем сказать, опираясь на наши документы. Посмотрите, этот послужной список. И в этом послужном списке мы находим следующие сведения. Здесь маленькая характеристика. Посмотрите, здесь сказано,
Представляем докладную записку штабс-ротмистра Кавказского запасного кавалерийского дивизиона Тутаева с ходатайством зачисления его на службу в корпус жандармов и краткую записку о его службе, докладывая, что обер-офицер этот в нравственном отношении хороший семьянин, в карты не играет, вина не пьет, развит, восприимчив, находчив и хитер. Службу знает, исполнителен и усерден. Среди офицеров пользуется симпатией. Начальство аттестует того хорошо. И дальше здесь объясняет, что дело в том, что он просится в корпус жандармов перевести его из-за слабого здоровья. И также отмечает, что общее образование получил в Владикавказском реальном училище, где и окончил полный курс, а военное в Елизаветградском кавалерийском военном училище по первому разряду. Теоретически знает французский и немецкий языки, но говорить на них не может. Вот так характеризуется Индрис Цунтоевич в армии. Здесь, помимо этого, также сказано, что, мы покажем вот дальше, здесь, смотрите, вот тоже из этого же послужного списка, здесь сказано, что штабс на тот момент, это вот имеется в виду, он был штабс-ротмистром Кавказского запасного кавалерийского дивизиона, и датируется 1907 годом, вот этот данный документ, что он родился в 1872 году, декабря 10 дня. Вероисповедание магометанское, из ингушских узденей, дворян, уроженцев Терской области. Учился в Владикавском реальном училище, окончил полный курс и в Елизаветградском кавалерийском военном училище по первому разряду. Женат первым браком на дочери полковника Дибе Борисовне, в данном случае Борисовна, это Базоркина, это Бунхо. Бунхо Базоркин, генерал царской армии. Имеет детей. Дочь Аминат родилась 1 января 1900 года. Дочь Асият родилась 14 октября 1902 года. И дочь Нина родилась 3 апреля 1905 года. Вот. Здесь надо отметить, говоря вот об этом, о рождении дочерей, в том числе и Асията, о которой мы будем говорить, здесь в различных публикациях даются неправильные даты. И поэтому я думаю, что те даты, которые указаны в послужном списке отца, наиболее точные, на мой взгляд. Да, поэтому вот иногда вот там читаешь публикации, даются разные даты. Поэтому надо больше говорить, точнее будет говорить вот об этих датах. И мы брали вот газету «Кавказ», вот мы говорили, что вот здесь есть материал, связанный с его награждением. Здесь также вот хотел бы показать из списка вот ротмистра на 1909 год, Тутаев, вот отмечен он здесь. Кроме того, он отмечен также вот в другом, значит, списке ротмистров, здесь тоже отмечен Тутаев. Это вот в различных материалах, которые мы находили. Помимо этого, вот мы говорили о том, что мы просматривали памятные книги Плотской губернии. В этих документах отмечены, он служил в 48-м, на этот момент, 48-м кавалерийском, значит, полку. Вот это документ, вот посмотрите, вот здесь вот документ. И здесь вот указано, посмотрите, здесь Керим Гушлакевич Гойгов. И внизу здесь вот наш вот герой сегодняшнего передачи, это, значит, Индрис Цунтоевич. Надо сказать, что когда мы говорим о Индрисе, ну да, тоже в публикациях тоже ошибаются, пишут Идрис. Ну, оно правильное имя его Индрис. Индрис Цунтоевич Тутаев. Нам известно, он окончил службу в 1917 году. После этого он уволился и продолжал трудиться на различных должностях здесь, в Ингушетии. Но в 1937 году он был арестован, и в 1938 году был, значит, расстрелян. Вот, был подвержен репрессиям и был расстрелян. Вот, и позже, правда, он был реабилитирован, да. Вот такова вкратце вот его жизнедеятельность. Надо сказать, что мы будем продолжать поиски, связанные с Индрисом Цунтоевичем. Почему? Потому что нам еще многое неизвестно. Вот, и надо знать подробности его службы, потому что у нас, кроме вот послужного списка и приказов, нет более полных сведений, поэтому предстоит работа. А говоря уже о Нине, Нина, она капитан медицинской службы, мы о ней меньше знаем. А вот что касается
Асият Идрисовны надо отметить, что она майор медицинской службы, она с первых дней и до добровольно. своей смерти в 1944 году, по-моему, 29 октября, она служила, работала и посвятила все свои силы своей работе. Помогала раненым, лечила, делала очень большую работу. И здесь надо сказать, что мы просматривали материалы, связанные с Асият, и знаем о ней как бы много, но дело в том, что я просмотрел, и оказалось, что у нее нет ни одной награды. На мой взгляд, это неправильно. Почему? Потому что она с первых дней до всю жизнь, до 1944 года служила, отдавала все свои силы, погибла за Родину, она приняла смерть, она как бы мужественно повела себя. Она одна из тех немногих горянок, которая была на фронте. По-моему, среди горянок на тот момент и не было старше майора, так сказать. И поэтому как бы есть такая как бы необходимость, наверное, отметить ее заслуги за то, что она отдала свою жизнь за Родину, вот, и отметить какой-то наградой, почтить память ее наградой. Награда, я имею в виду, федерального уровня, потому что здесь на родине, здесь ее знают, любят ее. И вот такая вот есть определенная, как бы несправедливость какая-то в отношении нее, потому что человек, отдавший свою жизнь за родину, он должен быть как-то отмечен. Вот, это, так сказать, мои вот как бы переживания, мои как бы пожелания, чтобы это было. А мы, когда касались Асият Тутаевой, мы больше обращали внимание на ее научную деятельность. И будучи в Государственном архиве Российской Федерации, мы обнаружили ее диссертацию. И вот эта диссертация, она здесь у нас вот есть, мы ее вот покажем. Здесь есть очень интересные сведения в этой диссертации. Вот посмотрите, вот документы. Здесь очень не только сведения, касающиеся самой диссертации, но и какие-то из ее жизни. И здесь сказано, что вот эта выписка из протокола номер 3 заседания ученого совета Ленинградского медицинского института от 15.06.1936 года. Протокол открытого кафедрального совещания в присутствии членов квалификационной комиссии института от 8 мая 1936 года о защите диссертации и присуждении в ученой степени кандидата медицинских наук ассистентки кафедры микробиологии Ленинградского мединститута имени академика Павлова Тутаевой постановили удостоить доктора Тутаеву ученой степени кандидата медицинских наук и представить на утверждение Высшей квалификационной комиссии Наркомздрава. Вот такая вот выписка из этого. Что касается самой ее диссертации, вот, здесь она сделала очень большую работу. Вот. И здесь вот на ее, вот есть у нас протокол, здесь в этом протоколе здесь присутствуют такие известные в медицинской науке специалисты того времени, это Космо-Дамианский, Мартынов, Рам, и они на повестке стоял вопрос они заслушивают диссертацию, защиту диссертации Тутаевой Асият. И здесь тема ее диссертации была оригодинамическое действие металлов в практике приготовления тифозных вакцин. И здесь она блестяще, защищается. Дело в том, что здесь есть оппоненты очень крупные и ставят такие вопросы, на которые она блестяще отвечает. Здесь потом, хотел бы сказать еще что здесь, несмотря на то, что были такие резкие вопросы, которые пытались, лучше выявить, так сказать, сильные и слабые стороны диссертации. И выступая затем, профессор Космо-Дамианский, он отмечает: «Считая необходимым охарактеризовать вас как научного работника, прошедшего аспирантуру, я отмечаю вашу любовь к избранной вами дисциплине, особую аккуратность и пунктуальность и прохождение аспирантуры, которые способствовали своевременному заполнению программы. Эти же положительные качества отразились и при выполнении научной работы и вашей диссертации.
прежде чем приступить к выполнению диссертации, вы умело в течение полгода осваивали методику олигодинамического действия, в результате чего вы и отобрали для приготовления вакцин тот способ обработки, который в ваших опытах оказался наилучшим. И так далее. То есть это свидетельство о том, что работа имела большое научное значение. Далее я хотел бы зачитать вот ее ответное слово, когда после всех вопросов, которые к ней были заданы, заключительное слово диссертанта Тутаевой. Прежде всего, считаю своим долгом поблагодарить Владимира Николаевича на данную мне интересную тему за хорошее заботливое руководство, а также профессора Углова и доктора Гана за любезно предоставленные для работы приготовленный ими препарат серебряно-марганистского гравия. Затем я хочу также поблагодарить и моих оппонентов Исая Евгеньевича и Кузьму Трофимовича за разбор моей работы. Кроме того, я позволю себе сказать несколько слов в ответ на заданные мне здесь вопросы. Я уже говорил относительно бактерицидной силы серебряно-марганцового препарата против брюшно-тифозных палочек. И должна только добавить, что дистиллированная вода, активированная контактом с посеребряной и марганцированным гравием, обладает чрезвычайно сильным бактерицидным действием. Дальше она отмечает, что она проводила работы, провела, многократные опыты на 282 белых мышах и сделала все, чтобы наиболее точно, выбрать оптимальное, решение этого вопроса своего. И в конечном счете здесь публикуется постановление, где ей, Тутаевой Асият Идрисовне, она считается удостоить врача Тутаеву ученой степени кандидата медицинских наук и представить это постановление на утверждение ученого совета. Для меня представляет большой интерес, потому что это биография. И здесь написано: Тутаева Асият Индрисовна, ингушка, дочь крестьянина, родилась в 1907 году. Среднюю школу окончила в городе Владикавказ в 1924 году. Осенью того же года поступила на медицинский факультет Северокавказского госуниверситета в городе Ростов-на-Дону. Весной 1929 года окончила курс медицинского факультета. Летние 2 месяца участвовала в научной экспедиции, организованной Ростовским университетом для изучения новых минеральных источников, открытых в Отчулках Терской области. Мы как-то в одной из передач говорили, что она посещала минеральные воды Отчулки. Осенью по возвращению из экспедиции сдала госэкзамены и 2 октября 1929 года получила звание врача, после чего поехала на самостоятельную участковую работу и в течение 3 лет заведовала врачебным участком селения Ахки-Юрт и Базоркино Ингушской автономной области. Осенью 1932 года была принята аспирантом в отдел медицинской микробиологии Государственного института экспериментальной медицины в Ленинграде. В 1933 году в связи с реорганизацией экспериментального института и переходом его ведения Совнаркома была переведена Наркомздравом в Первый Ленинградский медицинский институт аспирантом на кафедру микробиологии, где и закончила аспирантуру 1 марта 1936 года. И кроме того, у нее здесь есть работы «Жизнеспособность брюшно-тифозной палочки» и опубликованная в газете «Советская врачебная газета» 1935 год. И также публикация в журнале микробиологии за 1936 год. Это статьи, да? Что касается ее статьи, публикации, ее связанные с научной работой. И здесь я хотел бы просто добавить, мы дальше решили посмотреть значимость ее диссертации, значимость ее темы. И оказалось, что просматривая литературу, у нас мы собрали много здесь у нас указаний. Вырезки, да, из газет. Здесь, да. Здесь и многие ее работы были напечатаны в специальных медицинских журналах, в газетах.
Части они у нас есть, остальные нам еще нужно брать, быть в Москве, значит, брать эти работы. Вот. Но они имеют большое значение. Ну, вот, говоря о ее значимости диссертации, мы обратили внимание, что, во-первых, она пишет работы своих с 1936 по 1941 год, собственные публикации, но и при этом ее часто, значит, цитируют. И я был удивлен, что даже в работах 1979 года, ну, современные, скажем так, вот через много-много лет, ученые, которые пишут вот это как раз на эту проблему, вот по поводу вот ее диссертации, часто цитируют ее и используют ее знания, ее, значит, выводы в своих работах. Это говорит о том, что ее научная До сих пор актуально, да. Да, это говорит о том, что ее работа была очень перспективной и послужила, и в дальнейшем служит, значит, ну, как бы изучению, прогрессу вот, в медицине, вот в этом направлении, я имею в виду, вот, микробиология. Здесь предстоит работа по поиску всех тех публикаций, поработать в тех учреждениях, это имеется в виду первый медицинский институт в Петербурге, это Ленинград, сейчас Петербург, поработать там, где она училась, в аспирантуре. Вот у нас нет документов из этого учреждения. Ну и также, значит, там, где они вместе с Ниной учились в Ростове, тоже мы не брали документов. Надо сказать, что эти данные неполные. И впереди и работа. И, с одной стороны, работа по поиску материалов, связанных с Индрисом и Дибой, значит, женой, а также и с детьми. И я думаю, что, может быть, кто-то из исследователей заинтересуется, может быть, и восполнит вот это те недостающие моменты, которые вот есть. А мы, в свою очередь, надеемся, что информация будет пополняться. Мы желаем вам успехов в вашей работе. Благодарим вас, что пришли. В очередной раз напомнили нам об этой славной семье. Спасибо. С вами были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа.